Вакцины меняют мир. Пандемия коронавируса заставила человечество вспомнить о том, что как бывают опасны вспышки инфекционных заболеваний и почему единственный цивилизованный способ возврата к нормальной жизни – это действительно вакцины. Поговорим об этом подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Дамира Сабирзянова, член регионального штаба ОНФ, председатель медицинской палаты Республики Башкортостан. Дамира Шерифьяновна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Первый вопрос будет: действительно ли история говорит о том, что единственный способ победы над инфекционными заболеваниями – это вакцинация? И что вы думаете по этому поводу? Ну, давайте, знаете, вспомним историю 100-летней давности. Пандемии, эпидемии возникают в мире не раз, и были такие страшные случаи. Это черная оспа, это испанский грипп и так далее, и так далее. Мы победили корь благодаря именно вакцинации. Вакцинация – это метод профилактики инфекционных заболеваний. И, знаете, я хочу сразу отметить, то, что наши ученые в мире впервые разработали эту вакцину, и это факт на сегодняшний день, это победа наших ученых России на международном арене, именно как научная деятельность. И если, извините, эту вакцину разрешили все разрешающие этапы, эксперты международного класса признали эту вакцину, значит, когда мы говорим о том, что он такой, сюкой, «Эхо Москвы» там рассказывает, этому мы не можем верить, потому что мы верим международным экспертам. Это тяжело, и надо именно, главное, поздравить. И то, что в День России одним из первых президент страны поздравил наших ученых, это большая победа системы здравоохранения России. Ну, я лишь добавлю к вашим словам, что в 66 странах, по данным Минздрава России, сейчас используется вакцина «Спутник Ви». И, кроме того, ученые всего мира, ну не всего мира, но вот ученые ряда стран подтвердили действительно эффективность этой вакцины. Что говорят медики России про вакцины? Их сейчас у нас 3: «Спутник Ви», «Ковивак», «Эпивак». Вот что слышите вы? Что говорят коллеги? Знаете, сколько людей, столько мнений. Но самые такие значимые специалисты, вот я как бы по специальности детский хирург, организатор здравоохранения, руководитель, но так глубоко как бы мыслить и говорить о том, что какой там вакцина лучше, какой это, я всегда обращаюсь к своим коллегам. То есть я хочу узнать их мнение. Поэтому я думаю, мы всегда должны доверять мнениям специалистов. То, что на сегодняшний день вакцина-профилактика – один из методов победить это заболевание, это факт. Но какие результаты будут, мы, естественно, когда 100 лет тому назад побеждали испанскую грипп и так далее, такие серьезные заболевания, мировая общественность, там тоже были и люди, которые против говорили, были, которые не хотели и так далее. Это как бы, ну, ничего мы нового не придумываем. То, что где страны, где очень такая серьезная дисциплина, вот, например, Израиль, 80% привили стране людей и получили такой результат. Да, на сегодняшний день мы знаем, какие результаты Израиль на сегодняшний день добился по снижению заболеваемости. Другое дело, я, конечно, не бизнесмен, но я могу сказать, какой мы маркетинговую эту выпускаем. Мне кажется, вот когда вот такое сопротивление в Российской Федерации, в Республике Башкортостан мы встречаем, мне кажется, на уровне исполнительной власти не совсем иногда правильные действия делают. Даже, вот знаете, указ главы республики, вместо того, чтобы объяснить в своих коллективах, своих главы регионов, главные врачи и так далее, начинается, знаете, вот не разговаривая ни с кем, там, завтра на работу не пустим и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, вот такие методы, они вызывают только обратную реакцию. То есть это должно быть
конечно, дисциплина должно быть это, но это путем убеждения и путем соблюдая регламенты, законы. То есть, вот понимаете, ведь вакцинопрофилактика, вакцинация – это добровольная, это написано в нашей Конституции, но в то же время, извините, здоровье каждого человека, она важна коллективу, важна людям, важна всем остальным. Мы должны проводить вакцинацию и вакцинопрофилактику, учитывая, что мы защищаем не только себя, мы защищаем свое окружение, своих близких, своих родственников и свой коллектив. Мы это должны, и мы должны к этому относиться очень серьезно. Но в то же время серьезно мы должны относиться именно медицинское сообщество при проведении вакцинопрофилактики. То есть вот такой шаблонный, всех подряд, совершенно не исследуя людей, мы обязательно должны выделить среди людей, которые нуждаются в вакцинопрофилактике, людей, которые болеют, на сегодняшний день острые там, заболевания и так далее, относиться серьезно к медотводам. И вот я глубоко убеждена, это тоже мнение у разных, разное, например, говорят, не нужно проверять антитела. Антитела, если есть или нет, нужно всем делать вакцинацию. Но я разговаривала очень как бы знающими людьми, которые иммунологию. Все-таки, если у человека есть титр, если он перенес заболевание, высокий титр, ему пока нельзя делать. Он просто должен проверяться это. Вот в связи с этим я хочу сказать, если мы одно из недоверий возникает у населения, когда вот мы, вакцинопрофилактика, вакцинация, это идет бесплатно, вернее, за счет бюджета государства, за счет фонда обязательного медицинского страхования. Но почему мы антитела определяем за деньги? Это до 3000 рублей. Вот поэтому у многих людей возникает недоверие. Почему же я должен за свои деньги защитить свое здоровье, проверить, а идти на вакцинопрофилактику бесплатно? Я думаю, нужно вот нам об этом нужно обсудить, и все-таки это, если человек считает, что он переболел, если он не знает, у него есть титр антител или нет, то это исследование должно быть безвозмездно за счет бюджета региона. Дамира Шерифьяновна, вы сказали, что очень многие руководители предприятий заставляют буквально делать вакцинацию, но при этом вы отмечаете, что она добровольная. Да? Вот какие доводы, как могут объяснить вот руководители предприятий коллективам, почему нужна вакцинация? Вот ваша подсказка им. Вы знаете, каждый руководитель, он знает, что люди дорожат своей работой, тем более на сегодняшний день. Но в то же время руководители должны дорожить людьми, дорожить ихним здоровьем. И поэтому, конечно, каждое предприятие должен делать так, чтобы коллектив доверил ему. У коллектива не должно быть двойные стандарты, личные примеры должны быть руководителей. Значит, они должны показать, что они тоже вместе с ними, вместе пошли, вместе делают, значит, прививки. Плюс еще, если мы говорим о профилактике, ненужные совершенно мероприятия, такие вот, собирать людей, какие-то там не очень значимые, они просто должны быть отменяться. Поэтому как бы вот двойные стандарты не должны быть. Если мы говорим о том, что должно быть в республике, мы вводим, чтобы не получилось у нас как вот такой всплеск, как в Москве, в Московской области, значит, мы должны все мероприятие, все то, что делается в республике, она должна в интересах населения республики. Дамира Шерифьяновна, ваш коллега, ректор БГМУ Валентин Павлов отмечал, что одномоментно, когда началась пандемия коронавируса, все врачи, независимо от того, каких они были специальностей, стали инфекционистами. Люди переучивались. Была основная задача спасать людей. Сейчас же стоит другая задача. Мы все, говорит он, должны стать эпидемиологами, то есть вакцинироваться активно, потому что это коллективный иммунитет, это здоровье каждого человека. Вот согласны ли вы с этим мнением? И может ли вот каждый человек... как оцените этот вклад человека, который вакцинировался? Знаете, врачи на передовой.
Это врачи, это люди, которые социальные работники. Конечно, как бы мы, выбирая эту профессию, мы понимали, что рискуем. Это как бы элита государства, да, но это еще не всегда говорили. Элита была у нас артисты, у нас были спортсмены и так далее. Сейчас, год 2020 года, начали говорить, элита у нас это врачи, это медработники. Конечно, они на себя берут такую большую ответственность. 36 часов проучившись, все врачи стали у нас инфекционистами. Но они, согласно приказу Минздрава, временное это положение было. Поэтому, как у нас сняли этот приказ, то, конечно, 36 часов кто учился, они не могут дальше работать инфекционистами. Для того, чтобы хирургу, например, или кому-то... Экстренный случай. Да, работать инфекционистом, ему надо пройти первичную переподготовку, потом пройти аккредитацию. Тогда уже мы можем его называть инфекционистами. А эпидемиологию должны знать все врачи у нас на сегодняшний день. Не зря, знаете, вот все, говорят, в стране в свое время были ликвидированы инфекционные койки, эпидемиологи в медицинских учреждениях. Как бы, а мы сейчас живем совершенно в другом измерении, другие у нас требования. Ковид, он не ушел. Если он ушел уже совершенно в другом ракурсе он приходит. Поэтому эпидрежим, санэпидрежим, эпидемиологи медицинских учреждений, это должно остаться на все время. И это основное звено санэпидрежима, соблюдающие в медицинских организациях. И поэтому не зря у Валентина Николаевича с каждым годом увеличивается количество студентов, которые учатся медицинской профилактике. Это такой факультет у нас есть. Есть сейчас у нас ординатура. Там есть среди них очень много специальностей, в том числе эпидемиологи. То есть в свое время это был СанГИК. Вот. У нас же все, как бы, вот знаете, мы все ликвидируем, а потом героически все восстанавливаем. И если коротко, буквально 20 секунд, у нас время заканчивается, к сожалению. Дамира Шарифьяновна, вот вклад каждого человека в победу над коронавирусом, в чем он? Это, во-первых, пройти профилактику, это, значит, вакцинироваться. Второе, знаете, у нас вся общественность, некоммерческие организации, у всех деятельность должна направлена не только профилактику, это внедрение санэпидрежима, коллективных местах и так далее, профилактику заболеваний, это витаминотерапия и так далее, и так далее. Вот это все совместно улучшение иммунитета людей, улучшение качества жизни людей, это и приведет дальше к улучшению жизни вообще населения Республики Башкортостан. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы интервью была Дамира Сабирзянова, член регионального штаба ОНФ, председатель медицинской палаты Республики Башкортостан. Мы говорили о вакцинации против коронавируса. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.